В 2012 году молодые режиссеры Айдар Забаров, Юлия Захарова, Нафиса Исмагилова и Регина Саттарова сделали интерактивный спектакль «Казань, я люблю тебя». Город плавно входил в поиски новых форм и экспериментов. Молодая кровь забурлила. Как мне поставить актуальный спектакль? Сегодня Забаров, на которого театр Камала имеет определенные виды, студент третьего курса мастерской крупного российского театрального режиссера Сергея Женовача. В рамках Навруза прошла творческая встреча с режиссером студии театрального искусства, создавшего на базе своего курса театр и прославившимся адаптациями произведений русской и зарубежной классики. Женовач привез в Казань целый курс и эпизод будущего спектакля «Собачье сердце» Айдара Забарова, который окрестили как сцену из чудовищной истории. Вот вас сапогом по ребрам били? Били. А вы по ребрам получали? Здесь нет ни политических мотивов, ни комфортности, идущей от экранизации Бартко. Действие разворачивается до эксперимента, когда Шарик еще присматривается к свалившемуся на него комфорту. Это и не собака при узнаваемых приемах, а скорее загнанное существо, попавшее в иррациональные и мрачные ситуации. За кем идти, с кем быть, кого слушать, от кого впитывать что-то, что учить, в чем ходить, что говорить и так далее. Это был семестр Булгакова. Это, семестр, это начало третьего курса, это 5-й семестр был. У нас была программа Булгаков. Это была и пьеса, и проза. Аттила Завоеватель, герой многочисленных голливудских продукций, пришел на сцену театра имени Оскара Камала в трактовке Национального театра Будапешта. Почему так актуален сегодня герой-завоеватель? Венгерский ответ, а это спектакль «Бич Божий» в течение 2 вечеров прошел на большой сцене театра Камала. Артисты из Татарстана уже показывали в Будапеште камерную драму «Однажды летним днем». И вот солидный десант из Венгрии с весьма злободневным материалом. Что характеризует западный мир, что характеризует восточный мир, что вообще мы называем варварством, в чем заключается цивилизация. Для нас, для венгров, это очень серьезный вопрос, особенно в наши дни, когда мы чувствуем сильное изменение Европы. Аттила Завоеватель объединил тюркские, германские и другие племена и создал державу от Рейна до Волги, бросившую вызов Римской империи. Когда народы переселяются, когда сталкиваются разные цивилизации, культуры, и в таких случаях мы должны просто понять, куда движется наша жизнь, наша история. Фестиваль завершится показом лучших постановок Камаловского театра последних лет. Дмитрий Пивоваров, Максим Зуйков, Альфред Камилевский, Эфир-24. 25 лет в эфире. С вами и для вас.